Уважаемые читатели, предлагаем вам аудиоэкскурсию по творчеству уфимской художницы Веры Фроловой, выставка которой открылась в Башкирской республиканской специальной библиотеке для слепых. Несмотря на молодость, а художнице 31 год, это уже 10-я ее персональная выставка. В экспозицию вошли 38 картин, написанных маслом на холстах и картоне. Пейзажи, запечатлевшие различные живописные уголки нашей республики, портреты знакомых и незнакомых людей, а также автопортреты, натюрморты. Выставка получила название «Мир Веры». Слово Вере Фроловой. Здравствуйте, уважаемые читатели! Меня зовут Фролова Вера. Я очень рада представить вам свою персональную выставку. Она по счету у меня 10-я. Назвала я ее «Мир Веры». Родилась я в городе Ишимбае 7 марта 1983 года. Родилась накануне женского праздника 8 марта. Как и все детки, я ходила в школу, также посещала разные кружки. Сначала были вступительные экзамены, затем 5 лет учебы в детской художественной школе с 93 по 97 год. Училась я там у замечательного человека Мухамединова Зиалена Загрединовича. Он научил меня всем азам творчества художника. После этого я несколько раз пыталась поступать в Уфимское училище искусств. Со второй попытки меня взяли на отделение живопись, где педагогом у меня был Валиулин Ренат Абдулинович. Затем с 2003 по 2009 год я обучалась в Уфимской государственной академии искусств имени Загира Смогилова по специализации станковая живопись. Здесь педагогом у меня уже были такие мастера, как Михаил Алексеевич Назаров и Риф Мударисович Абдулин. В период учебы в 2002 году я стала членом Ассоциации художников Юга Башкортостана, а в 2004 году членом Объединения молодых художников Республики Башкортостан. А вот уже после окончания учебы, через год, это в 2010-м, меня приняли в Большой союз художников России. Работы мои хранятся в Нестеровском музее в городе Уфе, в картинной галерее в городе Ишимбай, в Белорецке, в Салавате. И есть даже одна работа в Чечне, в музее Ахмад Кадырова. А также мои работы находятся в частных коллекциях в разных городах России и за рубежом. В данное время я преподаю в детском республиканском центре, веду кружок по рисованию. Экспозицию открывает картина «Мулла». И это не случайно. На полотне изображен пожилой человек, обнимающий за плечи мальчика с Кораном в руках. Его глаза почти не видят белого света, но он прожил так много лет и знает истину и цену жизни. Произведение «Мулла». Мулла – это человек, которого я изобразила, больше напоминает какой-то образ праведного, мудрого человека, который вселяет веру в Бога людям и ведет за собой молодое поколение. В роли молодого поколения здесь выступает маленький мальчик, который держит в руках Коран. Вера Фролова плодотворно работает в жанре портрета. Ее портреты – это трепетный рассказ о душе человека. Портретного же сходства она добивается легко, с большим мастерством. Особенно интересны для нее люди с богатым жизненным опытом. Сама Вера как-то заметила, что, работая над портретами, она всегда помнит слова великой итальянской актрисы Анны Маньяни: «Не убирайте моих морщин, они слишком дорого мне стоили». Герои портретов Фроловой открыты, честны и непосредственны. Выразителен Татай с внучками. Он интересен и постановкой натуры, и живописным решением. В непринужденной живой посадке, бережно обнимающей деток, в легком естественном повороте головы, в спокойной осанке, неуловимое движение. Оно позволяет художнику решить фигуру с наибольшей пространственной свободой, придать ей большую выразительность, индивидуальность. Ощущение величавости и приподнятости, которое создается композицией, усиливается и колористически. Лицо деда и вся его фигура ярко освещены. Светлый фон создает впечатление пространства, воздуха и света. Ярко-красная кофта и сине-зеленые брюки, охристость обнаженных рук и вспышки алого цвета на лице создают мажорную гамму. К этой серии портретов относятся также работы Нене Халида Тимиргалеевна, «Прабабушка», «Белая нить». На ее картинах, этюдах море цветов.
но есть среди них один подсолнух, самый любимый. По словам Веры, еще в детские годы он воспринимался ею метафорически. Его семена – это люди, а лепесточки – красота вокруг них. Удивительно, что маленькая девочка почувствовала в подсолнухе то, что великий Ван Гог называл душой подсолнуха. На ее полотнах «Вечернее настроение», «Натюрморт с подсолнухами» и ряде других работ они живые существа, распускающиеся, увядающие, юные, зрелые и стареющие. Когда-то давно меня увлек такой цветок, как подсолнух. Сначала я изображала его таким, какой он есть. Сам цветок желтым, а листву зеленый. Но чем больше я рисовала его, тем более увлекал меня именно как образ уже этот цветок. И в результате из простого цветка открылся прекрасный образ. Сначала заворожили узоры, изгибы, которые создают цветы, находясь в соседстве друг с другом. Они напоминали мне узоры на тюле. А затем меня захватило то, что через них можно показать взаимодействие разных возрастов. Маленький цветочек – это как ребенок, начинающий жить, а большие подсолнухи – это взрослые, умудренные жизнью люди. На этой выставке представлено несколько работ из этой серии. Это «Вечернее настроение». Работа выполнена вся в голубых тонах. Изображено такое тихое, вечернее, спокойное состояние природы. И маленькое гнездышко в подсолнухах вызывает такое умиротворение и спокойствие. Годы, проведенные Фроловой в Академии искусств, можно назвать дорогой к мастерству. Но есть еще и духовный путь – дорога к храму. Одна из главных тем творчества Веры Фроловой – тема православного пути в России. Поражает дерзкая отвага молодой художницы, смело берущейся за разработку идеи, которой посвящали многие годы подвижнического труда лучшие русские художники. После поездок в составе группы студентов Академии искусств в Красноусольск, где они принимали участие в крестном Табынском ходе, она пишет несколько полотен, посвященных этому событию. Большое влияние на ее творчество оказала поездка в Псковскую область. В 2009 году меня от Академии искусств, как молодой дарование России, отправили в творческую поездку в город Псков. Там я посетила все пушкинские места, сам город Псков и была в удивительном месте – Псково-Печерском монастыре. После поездки я написала очень много произведений. Здесь вы можете увидеть две работы. Это «Псковские места», старая церквушка, и «Туман», Псково-Печерский монастырь. Вера много ездит по республике. Побывала в самых отдаленных местах. Там она встречается с людьми и создает их портреты. Наш союз художников уже 4 года как организует поездки по самым красивым и тихим уголкам нашей республики. Вот и мне повезло попасть на 3 таких пленэра. Следствием этих поездок стала серия работ, посвященных башкирской деревне. Такие портреты, как Фарида. Фарида – это бабушка, которая читает молитвы так, что сам начинаешь верить в высшие силы. Или, например, работа «Две подружки». Эти девочки заворожили меня своей чистой красотой, и особенно в окружении зелени их лица выглядели яркими, румяными, полными энергии и солнца. Или, например, работа Гузелия Хатирая Рушания. Это бабушка и 2 ее любящие внучки. Очень интересны были мальчишки, которые позировали мне для работы 3 друга. Они были непоседливые, постоянно смеялись, энергия из них просто била ключом. Именно это и хотелось передать в этой работе. Такая картина, как «Узоры», здесь я изобразила бабушку. Это бабушка, жена муллы. Узоры здесь присутствуют как символы. Узоры – это и морщины на лице, узоры и на шкурке у кошечки, узоры – это на тюле, на шторе, на платье. То есть узорами, в принципе, наполнена вся наша жизнь. «Белая нить». Для этой работы позировала удивительная женщина в красивом национальном костюме, оставшемся ей от мамы. Пейзажная живопись Веры Фроловой пронизана особым настроением, передающим мысль об органичном единстве человека и мира. Пленерная живопись, любовь к родной природе, умение подметить в самом обыденном и простом необыкновенное, удивительное и красивое – все это мы видим в работах Веры. Ее пейзажи просты и пленительны, неброски и в то же время полны красок. Кисть художницы реалистична.
Она унаследовала школу таких мэтров русской классической пленэрной живописи, как Саврасов и Левитан. Очень много я изобразила красивых пейзажей нашей Родины. Такие работы, как Бурангулова, горы близ деревни Идрис, розовый вечер. Самым любимым местом для этюдов для меня является Шихан. Может быть, потому, что он находится рядом с Ишимбаем, а в принципе это моя малая родина. Такие работы, как Шихан с птичьего полета и просто Шихан. На этой выставке представлена одна работа, которая значительно отличается от других присутствующих работ. Это картина «Тени». Она была написана по воображению, то есть, в принципе, вообще без натуры. В 2012 году Союз художников объявил конкурс на тему «Война 12 года». Я в нем принимала участие и представила 2 работы. Эта работа одна из них. Картины, этюды Фроловой прочитываются как страницы жизни. Родилась в Башкирии, потому вся страсть была отдана солнцу и цвету. Ей повезло с учителями и наставниками, привившими стремление к содержательности и мысли. Заложенное в душе поэтическое начало бесповоротно определило ее призвание и место в искусстве. Тема материнства на протяжении многих веков вдохновляла мастеров мирового искусства и будет вечно привлекать к себе художников самых разных творческих индивидуальностей. Материнство во все времена было свято и являлось высшей ценностью. В ряде картин и портретов «Прабабушка», «Ранней весной», «Весна», «Зимние радости» тема получила образное поэтическое воплощение. Психологическая выразительность, сдержанный, но глубокий лиризм этих картин обогатили творчество художницы. Мать, играющая с ребенком, это воплощение высшего единения, которое мы видим в картине «Зимние радости». Материнство Веры Фроловой проходит красной нитью через все ее нынешнее творчество. В 2010 году в моей жизни произошло значительное событие. У меня родилась дочка, Дианочка. С этого времени в моем творчестве появились еще 2 темы. Тема материнства и тема детства. Здесь представлены такие работы, как «Прабабушка», «Ранней весной», «Зимние радости». В работе «Зимние радости» я попыталась изобразить, что для ребенка в детстве в принципе все кажется удивительным и волшебным. И деревья над головой большие кружатся в танце, и снег так волшебно сияет, и небо такое большое и голубое, голубее даже, чем сейчас. В ее полотнах много цвета, света и радости, что отражает характер самой Веры, яркого и оптимистичного человека, который в своих работах хочет подарить нам солнце родного края, аромат цветов, гармонию природы и человека, красоту женщины и непосредственность ребенка, тот необычный, счастливый мир, который создала она сама. Это мир света, теплоты и благодати, мир любви и гармонии, где нет ничего невозможного. И напоследок вам, дорогие читатели, мне хочется пожелать, чтобы вы видели в жизни побольше хорошего. Пусть ниточка жизненная ваша будет белой, светлой, радостной, без черных полос. И очень хотелось бы, чтобы мои картины оставили в ваших сердцах хотя бы капельку той теплоты, которую я вкладываю в каждую свою работу.